Более 30 человек утонули в водоемах Башкортостана с начала этого года. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Что повлияло на статистику и какой была ранее весна в республике? Обсудим ситуацию вместе с первым заместителем председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кириллом Первовым. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Печальная статистика. Что на нее повлияло? Вы проанализировали и какие выводы сделаны? Да, действительно, в этом году у нас уже 33 происшествия произошло на воде, несмотря на то, что еще купальный сезон даже не начался. Это в первую очередь связано с тем, что увеличилось количество погибших рыбаков на воде. Основная масса этих случаев с этим связана. Также, к сожалению, мы уже на водоемах потеряли двоих детей, которые были оставлены без присмотра взрослых. И также были зафиксированы случаи скатывания автомобилей в воду. Если говорить про рыбаков, это, видимо, ранняя весна так повлияла? Ну и происшествия с детьми. То, что касается, да, ранняя затяжная весна, и нужно отметить, что подавляющее большинство случаев это люди были в состоянии алкогольного опьянения. По ситуации с детьми, какие рекомендации вы можете дать родителям? То, что касается детей, безусловно, ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов, и особенно уже в период начавшихся летних каникул. Поэтому взрослые должны находиться всегда с детьми, если это вблизи водоемов. И купаться можно только в установленных местах, на пляжах, где есть соответствующие условия и обязательно присутствие спасателей. В случае скатывания автомобилей в водоемы, какие выводы сделаны здесь? Здесь то же самое. Мы проводим с населением профилактическую работу. Естественно, проводится разъяснительная работа о том, что, во-первых, вообще на автомобилях ближе 50 метров к водоему вообще подъезжать в принципе нельзя, это запрещено. Во-вторых, люди, опять же, приезжают на автомобилях отдыхать, в том числе употребляют, то, что я уже говорил, спиртные напитки, и это является тоже одной из причин таких происшествий. Кирилл Сергеевич, можете ли вы назвать районы, муниципалитеты, в которых чаще всего происходят вот такие несчастные случаи? Да, к сожалению, такие антилидеры у нас есть. Если брать вот статистику по прошлым годам и уже утонувших в этом году, лидер у нас это Белорецкий район, к сожалению, но там, надо сказать, и достаточно большое количество водных объектов находится. Поэтому сейчас администрация района соответствующая профилактическая работа организована, в том числе и по увеличению количества оборудованных пляжей и по выставлению соответствующих аншлагов о запрете купания. И в том числе будет организована работа, это касается и всей республики, по привлечению к административной ответственности граждан, которые употребляют спиртные напитки на пляжах, купаются в состоянии алкогольного опьянения, ну и к родителям, которые оставляют своих детей без присмотра, также такие меры административного воздействия будут применяться. Ну, вы уже затронули тему оборудованных пляжей, то есть это такие пляжи, где есть сотрудники службы спасения, которые готовы в любой момент прийти на помощь тем, кому нужна будет эта помощь. Как работа проводится в этом году здесь и есть ли новшества? Да, безусловно, количество пляжей оборудованных напрямую, наверное, влияет и на количество погибших, поэтому мы... Ну, то есть, чем их больше, тем меньше. Чем их больше, тем погибших меньше, да. Потому что люди, если имеют возможность прийти на оборудованный пляж, естественно, они там себя чувствуют комфортно под наблюдением спасателей. И за последние года на оборудованных пляжах происшествий, связанных с гибелью людей, не произошло вообще ни одного происшествия. То есть все люди гибнут именно в необорудованных местах. Поэтому Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям совместно с муниципальными образованиями такая планомерная работа проводится. И ежегодно мы количество оборудованных пляжей увеличиваем. Если в прошлом году действовало 79 пляжей, то в этом году уже планируется к открытию 113 пляжей. Ну, существенный рост. А если смотреть на ближайшие, допустим, 5 лет, то будет ли такой же стремительный рост? Такой рост мы планируем, он будет продолжаться. Более того, в соответствии с указом главы Республики Башкортостан поставлен целевой показатель оборудовать минимум 200 пляжей. Поэтому эту задачу мы в ближайшие годы планируем выполнить. Можно ли понять, какая ситуация в Уфе, отдельно в столице республики? В Уфе у нас, конечно, есть традиционные такие места, где риск гибели на воде высокий. Да? Это, к сожалению, всем известное озеро Теплое, на котором, несмотря на то, что есть два оборудованных пляжа, люди продолжают купаться в необорудованных местах. Поэтому совместно с администрацией города Уфы в этом году мы также там будем применять дополнительные меры, то есть там будет организован временный пост спасателей мобильный, который как раз будут работать в необорудованных местах. И также административные комиссии
то, что я сказал, будут привлекать к административной ответственности тех людей, которые купаются в необорудованных местах, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Напомните суммы штрафов за купание в необорудованных местах. Сумма штрафа на наших граждан составляет до 4000 рублей. Существенные. Да. Ну, насколько я знаю, планы у властей Уфы развивать именно, благоустраивать территорию вокруг озера Теплое, и это в том числе должно снизить количество происшествий. Есть ли горячие еще точки в Уфе в других местах? Ну, в Уфе у нас находятся такие два крупных водных объекта, да, это и река Белая, и река Уфа, на которых мы ежегодно фиксируем также гибель в необорудованных местах. Это разные места, но вот на этих участках рек люди, к сожалению, тоже гибнут. Какие можете дать прогнозы на этот купальный сезон? Могу сказать, что по прогнозам синоптиков в этом году лето должно быть достаточно жарким. Плюс мы прогнозируем то, что в связи с тем, что многие наши жители не смогут поехать, например, в другие субъекты Российской Федерации и тем более в заграничные страны на отдых. Ну, это связано из-за закрытых границ в связи с коронавирусом. Это связано с режимом повышенной готовности. Поэтому мы прогнозируем, скажем, приток отдыхающих на водные объекты, но при этом превентивные мероприятия нами уже принимаются, организуются дополнительные посты спасателей. Это в первую очередь касается мест массового отдыха людей на воде, поэтому мы, если даже там нет оборудованных пляжей, но мы видим, что там люди скапливаются, обязательно туда выставляем временный спасательный пост. Также в этом году мы открыли дополнительный зональный поисково-спасательный отряд в Нариманском районе, который будет обеспечивать безопасность наших граждан в акватории Павловского водохранилища. За какой помощью могут обращаться к спасателям на воде отдыхающие? Ну, я могу сказать, что к спасателям, в принципе, можно обращаться за любой помощью. Более того, если рядом нет спасателей и необходима помощь, можно обратиться по телефону 112, и необходимая помощь оперативно к вам прибудет. Ну, насколько мне известно, в МЧС тоже есть программа, когда туристы выезжают на отдых, они отмечают себя, и на случай ЧП они также могут получить эту помощь. Насколько действенна эта программа? Это касается регистрации туристических групп. Эта программа призвана, скажем так, оперативно получить информацию о том, где произошло происшествие, чтобы быстро оказать помощь. То есть, например, если туристы отправились на участок, где нет сотовой связи, они там по определенному графику должны отмечаться. Если через какое-то время они на связь не вышли, то уже к ним на помощь отправляются спасатели. То же самое касается перед тем, как граждане отправляются на этот маршрут, если существует какая-то опасность, например, штормовое предупреждение, или именно на этом маршруте существуют какие-то опасные участки, наших жителей спасатели заранее предупредят о этих рисках. Штормовое предупреждение на водоемах, насколько это опасная ситуация? Ну, на водоемах это очень опасно, как раз связано с тем, что граждане, когда отдыхают на воде, используют как бы и маломерные суда, различные какие-то надувные, там, матрасы, круги и так далее. И очень часто, например, особенно дети, если ветер начинает уносить на матрасе, да, или у них просто элементарно там ветром мячик унесло, они пытаются за ним заплыть, ветер их еще дальше уносит, и, к сожалению, происходит трагедия. Это вот в первую очередь то, что влияет. Далее... Что делать в этой ситуации? Проговорите, пожалуйста. Во-первых, если штормовое предупреждение вы получили на свой сотовый телефон или услышали из средств массовой информации, то необходимо вообще отказаться от отдыха на воде. То же самое от отдыха вблизи деревьев. Если касается это особенно тоже туристических групп, то нельзя устанавливать, например, палатку вблизи деревьев. И укрыться в каких-то низменных местах, если вы находитесь на природе. А если вы находитесь в городе, то в случае резкого усиления ветра необходимо закрыть все окна и постараться находиться в квартире, скажем, в дальнем углу от всех окон. А вообще много ЧП с маломерными судами? Ну, у нас в республике 18 тысяч маломерных судов, которые зарегистрированы. Есть еще и суда, которые в соответствии с законом, они не подлежат регистрации, то есть фактически их еще больше. На самом деле таких происшествий достаточно мало, потому что тоже профилактическая работа проводится нашими коллегами из Государственной инспекции маломерных судов. Ведется какая именно? Учет судов, ведется их технический осмотр, освидетельствование. И также мы и совместно с ними проводим рейды на водных объектах республики, в ходе которых проверяются состояние судов, проверяются документы у судоводителей.
Поэтому буквально за последние несколько лет это единичные случаи, которые были с маломерными судами. Ну, насколько я помню, прошлым летом один из таких случаев произошел хлопок на маломерном судне, и там пострадали и дети, и взрослые. Вот какие рекомендации вы можете дать собственникам таких маломерных судов? Да, этот случай был на Павловском водохранилище. К счастью, никто не погиб, там только граждане наши пострадали. Как раз для того, чтобы таких случаев не происходило, вот то, что я сказал, проводится технический осмотр судов, это раз. Во-вторых, судоводителям необходимо соблюдать все правила, как вот у нас правила дорожного движения на дороге, да, точно такие же правила действуют и на водных объектах. И когда все правила будут соблюдаться, скажем, вы будете находиться в максимальной безопасности. Ну и, конечно, самое, наверное, главное, да, это еще раз, в том числе, когда вы находитесь на маломерном судне, ни в коем случае нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обязательно все должны быть оснащены спасательными жилетами, и тогда вы минимизируете риски для своего здоровья и жизни. Кирилл Сергеевич, а как узнать, что место, водоем, куда собираются люди пойти отдыхать, оно безопасное? Для удобства наших граждан на сайте Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям действует интерактивная карта, на которой нанесены все действующие пляжи, которые планируются к открытию, и можно также посмотреть, нажав на соответствующую иконку, контактные данные собственника пляжа, телефон. Если что-то необходимо уточнить, например, чем пляж оборудован, можно позвонить, уточнить какую-то дополнительную информацию. Ну и в завершении нашего разговора еще раз проговорите, пожалуйста, меры безопасности и рекомендации граждан, которые будут отдыхать этим летом на водоемах Башкортостана. Да, хочу нашим гражданам пожелать безопасного времяпрепровождения летом, безопасного летнего отдыха. Для того, чтобы отдых на воде был безопасным, это в первую очередь необходимо обязательно отдыхать только на оборудованных пляжах. Далее, не оставлять детей без присмотра, и тогда ваш отдых будет комфортным и безопасным. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Я напомню, что безопасность на водоемах Башкортостана мы обсудили с первым заместителем председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кириллом Первовым. Берегите себя.